Открывая заседание, председатель Комитета по обороне и национальной безопасности Тимур Шергелия подчеркнул, что рассмотрение данного вопроса обусловлено необходимостью оптимизации налоговой системы и повышения эффективности управления финансами. Закон об едином социальном налоге парламент Абхазии принял в первом чтении в апреле этого года. Документ предусматривает введение единого платежа вместо взимания обязательных платежей в доходы 5 внебюджетных фондов – пенсионного, соцстрахования и охраны труда, медстрахования, репатриации, фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. О необходимости внесения поправок во втором чтении напомнил депутат Беслан Халваш. Данный законопроект, когда, находясь в остатке, мы вынесли на рассмотрение комитетом и принималось в первом чтении, мы изначально и на комитете, тогдашние представители президента и спикер парламента было заявлено о том, что законопроект будет проходить очень тщательную экспертизу, будет учитываться все мнения наспех. Этот закон приниматься никоим образом не будет. По словам премьер-министра Владимира Делба, данный закон направлен на консолидацию и централизацию налоговых платежей, а также повышение уровня дисциплины собираемости отдельных видов государственных доходов. Дело в том, что взяв под администрирование и под контроль и централизовав эти средства в единую систему, там повысится и уровень собираемости, там повысится и дисциплина плательщиков, там повысится и ответственность, там повысится и прозрачность плательщиков. Я сейчас говорю исключительно о плательщиках пока, потом о тех, о том, как будут использоваться средства. В настоящее время мы наблюдаем следующее. О том, что на эти страховые взносы, за исключением пенсионного фонда, в одностороннем порядке инкассовые, как мы это называем, или платежи по принуждению, за исключением пенсионного фонда, никто не может выставлять. Только по обращению, руководителей других внебюджетных фондов в Министерство по налогам и сборам. Соответственно, в том числе и не выставляются штрафные санкции, что, на наш взгляд, абсолютно несправедливо по отношению к другим плательщикам, которые уплачивают другие виды налогов или находятся на других режимах налогообложения. Вице-президент Беслан Беквава подчеркнул важность обеспечения баланса между интересами государства и стимулированием деятельности внебюджетных фондов, а также повышения статуса самих фондов. Наша задача сегодня для нашего обсуждения того, чтобы извлечь все за и против. Никто не хочет навредить. Хотим оказать только помощь. Здесь, в этом законе, Владимир Валерьевич не сказал, от того, что если мы его примем, то тогда мы хотим еще и повысить даже статус, например, тех же фондов, особенно фонда инвалидов. В ходе заседания были заслушаны доклады представителей фондов, обсуждались возможные последствия внедрения единого налога. Особое внимание было уделено вопросам социальной справедливости и защиты интересов наиболее уязвимых слоев населения – инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Наше мнение и так все уже знают. Мы официально письма писали и президенту, вице-президенту, и спикеру парламента, и премьеру тоже. Там единственное, что написано, просьба оставить нас так, как есть, никакие объединения, фонд, просто просьба ветеранов. Мы опасаемся того, что мы не сможем экстренную помощь оказывать. У нас этот фонд, сейчас, где мы находимся на первый этаж, как мы спустили, это как к себе домой все приходят ветераны, общаются, это большую роль играет. И мы экстренно можем в течение суток двое человека отправить и сделать ему операцию. Исполняющий обязанности главы администрации президента Дмитрий Шамба напомнил позицию главы республики по этому вопросу. Он подчеркнул, что ни о каком слиянии или упразднении фондов речь не идет. Фонд инвалидов, специальный внебюджетный фонд инвалидов, был создан указом президента в 2010 году. Указ действующий, его никто не отменял, и президент не намерен этот указ отменять. Позиция президента такова: рассматривать законопроект с тем, чтобы централизовать платежи, пересмотреть еще, как сказал Владимир Валерьевич, ставки, сделать их более дифференцированные, и чтобы в самом законопроекте заложить механизм
расщепления. Единое налогообложение позволит упростить процедуру сбора налогов, сократить административные издержки и обеспечить большую прозрачность в деятельности внебюджетных фондов. Единый социальный налог в принципе подразумевает сохранение самих фондов и их распределительных функций. Речь не идет о том, что фонды не будут существовать в том виде, в котором они существуют, или же о том, что распределительных функций лишают. При этом возможно уменьшение суммарной ставки прежних взносов с сохранением величины процентного распределения во все фонды. К примеру, сегодня это 20% плюс 1%. В данном проекте предлагается 18%, но это тоже можно более глубже изучить и более выверенную ставку тоже определить. Соответствующие функции администрирования в таком случае необходимо передать налоговой службе. Участники заседания обменялись мнениями относительно возможных моделей единого налогообложения, учитывая специфику каждого фонда и его вклад в реализацию государственных программ. У пенсионного фонда есть право выставления инкассовых поручений. За год у них задолженность увеличилась на 128 миллионов. Вот представьте себе вот этот рычаг, насколько он эффективным оказался. Никак не эффективным, значит. Если администрирование доходов передается Министерству налоговых сборов, давайте честно скажем, что Министерство налоговых сборов по законодательству он обязан контролировать поступление страховых взносов. Но когда план по единому социальному налогу будет предусмотрен в бюджете, это будет полная ответственность Министерства налоговых сборов, как по всем другим платежам, как по НДС, налогу на прибыль и так далее. Те опасения, которые есть, если возможно их снять, создать рабочую группу, будут направлены, значит, со всех фондов. Честно говоря, мы вот не слышали мнения других фондов, да, и чтобы в каком-то или тестовом режиме, если возможно, Владимир Валерьевич, там и так далее, потому что мы всегда, любое вообще нововведение, оно, встречает сопротивление, это в жизни так, в мире так, всегда что-то новое, всегда мы, относимся с опаской, с опасением, хотя бывает иной раз так, то, что это новое, но потом со временем мы понимаем, что это было, хорошая идея, какой-то, значит, скачок вперед оно нам дало. По итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы во главе с премьер-министром, в состав которой войдут представители фондов, депутаты Народного собрания и бизнес-сообщества. Рабочей группе поручено разработать конкретные предложения по внедрению единого налогообложения, которые будут представлены на рассмотрение парламента. Гунда Шоуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.